Я гражданин Узбекистана, преподаватель. Передаю вам пламенный привет из солнечной Каркалпакии. Сегодня мое видео посвящено казахскому поэту, мыслителю, музыканту, народному просветителю Абаю Кунанбаеву. На протяжении многих веков каркалпакские и казахские народы сближали не только культура и язык, но и искусство, литература. Вот и старость, скорбны думы, чуток сон, ядом гнева дух угрюмый распален. Мыслью не с кем поделиться, кто поймет, кто ободрит, услыхав твой тяжкий стон. Всем рождение и кончина суждены, дней минувших не вернуть из тишины. Радость где-то остается позади, все проходит, все деяния непрочны. Будь благоразумен, укрепляй свой дух в борьбе. Лишь бездарный покоряется судьбе, лишь ленивец потрафляет большинству. Скуден мыслью, не уверен сам в себе. Людям низким не по нраву честный труд, самохвальством, плутовством они живут. Но за подлость расплатиться срок придет, разбивается не в год, а в миг сосуд. Должно жизнь свою сокровищем считать, разум острый и добро приобретать. Не позор ли по аулам день-деньской время в шутках до кривлянья коротать? Чужд невежде разум ясный, он скорее верит бредням, мыслью брезгует моей. Разве каждый может правду оценить? Небылице верит глупый, только ей. Бредит дурень об багрянце заревом, об одеждах, шитых чудо серебром. С отвращением он относится к словам Аксакала, что осведомлен во всем. Мудрый зорко проникает вглубь вещей, расщепляет волос на 40 частей. Он и судит, он и взвешивает грех, а невежда вторит толком площадей.